Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Мы, конечно, подозревали, что мир далеко не идеален, буквально соткан из противоречий, но иногда реальность превосходит ожидания. А новая реальность, связанная со всеобщей пандемией коронавируса, меняет все, что еще вчера казалось правильным, логичным, естественным. Скажем, разве мы могли себе представить, что правилом хорошего тона будет считаться не крепкое рукопожатие, а просто улыбка в ответ? Что выходные и нерабочие недели – это вообще-то разные понятия. А отдыхать правильно – значит исключить пробежки, прогулки, вообще минимизировать посещение улицы. Правильно, то есть более безопасно остаться дома и никуда не выходить. Такова нынешняя коронавирусная реальность. Привыкнуть к ней сложно, непривычно, но необходимо для нашего же спокойствия и безопасности. В первый месяц активного распространения по миру коронавирусной инфекции казалось, что можно обойтись сокращением рейсов, снижением контактов с первой заболевшей страной, закрытием границ. Но сейчас, к началу апреля, вся планета засыпает и просыпается со словом «коронавирус». Часть стран на строгом карантине, часть к нему готовится. Бизнес закрывается, авиакомпании прекращают полеты, люди опустошают магазины, школьники и студенты отправлены на каникулы и на дистанционку. Туристам пришлось вернуться домой и сдать билеты. В городах закрыты все места, где мы привыкли проводить свободное время. Да и работу приходится переносить на удаленку. Сейчас, когда наша страна переживает или вот-вот перейдет пик эпидемии, можно, по крайней мере, надеяться, что все эти меры, предпринятые властями, вся эта работа на опережение, конечно, была не зря. Еще нужно сохранять осторожность и бдительность, но самый оптимальный вариант – пройти этот период спокойно, без суеты. Чем занять себя во время вынужденной самоизоляции? На самом деле вариантов масса. Самообразование, спорт, пусть даже внутри квартиры. Можно убраться в своем доме. И, кстати, чтобы от такого наведения порядка было больше пользы для мышц, специалисты рекомендуют меньше пользоваться различными специализированными приспособлениями типа швабр, пылесосов и удобных щеточек. Только руки. Впрочем, разминать и развивать можно и нужно не только мускулы, но и интеллектуальные силы. Оттого в эти дни рекомендуем вам смотреть по телевидению не только развлекательные музыкальные программы, спорт и юмор, но и другие передачи, такие как наша. Все эти карантины, эпидемии – все это временно, а реальная экономика будет всегда. Поэтому сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир большой химии, а помогут нам в этом специалисты объединения «Казань-Оргсинтез». Мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Татарстан как центр притяжения инвестиций. Почему выгодно инвестировать в наш регион? Исследование программы «Реальная экономика». Когда есть все собранные в единый кулак, только тогда можно достичь своих целей. Инвестиции в реальный сектор. «Казань-Оргсинтез». Как развивается один из лидеров химической промышленности России. Какие инвестиционные проекты были реализованы на предприятии за последние годы? Подробности от наших корреспондентов. Мы обсуждали постоянно, каждую у нас неделю были здесь рабочие совещания, на которых собирались и строители, и представители завода, ТАИФа. Все предназначено для тех, кто сюда приходит. По любой причине. Хоть на игру, хоть просто поплавать, потренироваться. Сила во благо. Социальные инвестиции, которые приносят реальный эффект. Как это работает на практике? Все расскажем и покажем. Мир действительно погрузился в новую реальность. Нет, это еще не реальность из фильма «Катастроф». Непривычная тишина, опустевшие улицы и торговые центры лично у меня не вызывают гнетущего настроения. Есть в определенной степени ощущение напряженности, но это в текущей ситуации даже неплохо. По крайней мере, лучше мы будем чуть более напряженными и бдительными, чем расслабленными и безалаберными. Что действительно внушает тревогу, так это то, что все чаще звучат предостережения, что спровоцированный пандемией обвал мировой экономики может оказаться куда страшнее самого вируса. Вот это действительно неприятно и опасно, потому как беднее станут все, и к этой новой реальности себя уже надо готовить. Примерный масштаб бедствия можно оценить, бегло взглянув на то, сколько денег на этом очень начальном и предварительном этапе власти богатых стран обещают потратить на реанимацию экономики. А суммы эти гигантские, беспрецедентные.
США одобрили антикризисный пакет стоимостью $2 триллиона. Европа пока отложила $500 миллиона, но собирает намного больше. А в целом страны Большой Двадцатки к концу марта уже пообещали потратить около $5 триллионов денег налогоплательщиков на борьбу с нынешним кризисом. Это примерно 6% годового объема мировой экономики. О плохом думать хочется меньше всего, тем более, что в нашей стране, в нашей республике предпринимаются исчерпывающие меры, в том числе упреждающего характера, чтобы ситуация нормализовалась, а разрушительные последствия для экономики были минимизированы. Как все будет на практике, поживем, увидим. В любом случае, после спада будет подъем, после потрясений – восстановление. Как ни цинично это прозвучит, именно коронавирус уже дал дополнительный толчок для развития ряда передовых информационных технологий. Особенно тех, что касаются удаленной работы, онлайн-обучения. Что касается инвестиционного года, то он будет точно непростым, причем для всех стран, регионов, предприятий. Как сохранить позиции Татарстану? Какие отрасли и компании могут стать опорой в решении важных задач в экономике? Что будет с перспективными проектами в химии и нефтехимии? Узнаем из нашего обзора. Еще до ситуации с коронавирусом эксперты фиксировали неутешительную тенденцию. Рынок инвестиций во всем мире стагнировал. По разным оценкам, спад оценивался в 10-20%. На этом фоне Татарстан выглядел предпочтительнее. Стабильный рост инвестиций и топовые места в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Татарстан у нас уже такой тоже наш давний партнер. Рустам Нургалиевич входит в наблюдательный совет агентства стратегических инициатив. И, конечно, всегда самый первый участвует во всех каких-то новых проектах, которые на площадке ОСИ реализуются. Поэтому Татарстан сегодня признанный такой донор, наставник, практик, в том числе и для других регионов Российской Федерации. Креатив и смелость идей – то, что сейчас нужно для работы с инвесторами. Сейчас в мире ситуация с деловой и инвестиционной активностью оптимизма не внушает. Поэтому республика пытается работать на опережение, использует плюсы своего географического положения и ударными темпами строит инфраструктуру для поддержки бизнеса и инвесторов. В настоящий период торгово-экономическими партнерами Татарстана являются 170 стран. 50% произведенной в республике продукции экспортируются. Из них 75% продукции нефтехимии, 15% пластиков, 88% каучуков. Татарстан, как мы уже сказали, располагает развитой инфраструктурой, а готовность инвестировать в республику приветствуется и поддерживается руководством региона. Республика Татарстан – регион с богатыми природными ресурсами, но главный ее ресурс – это люди, квалифицированные и профессионально подготовленные специалисты. Здесь вот концентрация очень мощных специалистов. Это наше конкурентное преимущество. Но оно само по себе не бывает. Инвесторов привлекают надежные, стабильные партнеры, которые готовы работать стратегически. Вот это их привлекает. И здесь у нас команда хорошая, конечно, работает, которая реагирует на инвесторов. Нефтехимия и промышленная химия – отрасли локомотивы для Татарстана. Республика окончательно и сознательно уходит от статуса нефтяного региона, что удивительно не снижает темпов добычи черного золота. При этом разительно меняется структура нефтегазохимического комплекса Татарстана. Обратите внимание, в 1998 году более 60% составляла добыча нефти и газа, и только 22% и 12% производства нефтепродуктов и химических изделий соответственно. Доля сырьевого сектора снижается, но еще в 2003 году она была на уровне 58%. Ключевой перелом наступил в 2014 году, а в 2019 мы наблюдаем следующую картину. Доля добычи нефти и газа 38%, доля производства нефтепродуктов 35% и доля химических продуктов 21%. Так или иначе, тенденция налицо. Можно спрогнозировать и дальнейший рост доли нефтепереработки и особенно химической отрасли. Планы у наших предприятий-лидеров амбициозные. В частности, наше объединение «Казань-Оргсинтез» планирует масштабную программу модернизации с серьезными капиталовложениями. Подробнее об этом в продолжении нашей программы. «Казань-Оргсинтез» – предприятие абсолютно уникальное со своей историей и традициями. Вот, кажется, не так давно славное объединение отметило двойной юбилей. 60 лет со дня образования и 55 лет со дня получения первой продукции.
Однако посмотрите на эти кадры. Разве похоже это на заводы советской еще постройки? Новые корпуса, практически полностью обновленная производственная инфраструктура, склады, цеха, лаборатории. Если брать новейшую историю Казаньоргсинтеза, то новый этап в жизни предприятия наступил после вхождения в группу ТАИФ в 2003 году. В 2004 была принята масштабная программа развития производств на 2004-2010 годы. В ней впервые за 20 лет было заложено не только обновление действующих производств, но и создание принципиально новых. Началась реконструкция производств этилена, полиэтилена низкого давления, фенола и ацетона. Заложен уникальный для России комплекс из двух заводов – бисфенола А и поликарбонатов. Начато строительство новых складов по приему и хранению сырья. Конечно, модернизация – это процесс непрерывный, о чем мы не устаем повторять в нашей программе. Результаты мы можем наблюдать. По основным производственным мощностям предприятие обновилось на 70%. Что конкретно было сделано в последние годы, в нашем репортаже. Успешная значит эффективная. Для Казаньоргсинтеза эффективность понятие комплексное. Тут и наращивание объемов производства, и сокращение затрат, и экологичность, энергоресурсоэффективность и так далее. Завод этилена – ключевой элемент Казаньоргсинтеза, а печи пиролиза – это фактически его сердце. Их модернизация проходит в несколько этапов. Пуск! Сначала в 2015 году была пущена новая двухкамерная печь пиролиза фирмы «Технип». В 2018 году в рамках комплексного апробирования построили еще 4 печи. Они фактически заменили 10 старых печей, проработавших почти 40 лет. Модернизация печного блока позволила повысить эффективность действующих производств, повысить производительность установок получения этилена, усилить безопасность технологического процесса, снизить расходы на производство продукции. И вот завершающий этап модернизации – перевод части производства на работу с пропаном в качестве сырья. Что это дает? Для справки, в качестве сырья для производства этилена на Казаньоргсинтезе используются этан и сжиженные углеводородные газы пропан, бутан. Этан является основным сырьем, но объемы его поставок ограничены. Поэтому было принято решение о переориентации части мощностей под переработку пропанового сырья. Модернизация позволила сохранить возможность увеличения объемов переработки этана и обеспечить технологическую гибкость производства по отношению к сырью. В 2019 году мы получили рекордное количество этилена. В истории Казаньоргсинтеза это более 608 тысяч тонн. Есть два фактора, почему мы достигли таких рекордных показателей. Первое – это, конечно же, строительство новых высокоселективных печей. Конверсия здесь 65% и 82% – это селективность. Один из факторов основных. И второй фактор – это мы начали использовать, кроме этана, пропановое сырье. Для этого пришлось модернизировать узлы пиролиза, узлы газоразделения. Порядка 2,5 миллиардов рублей было вложено на эту модернизацию. Эту работу на объединение намерены продолжить. В следующем году на Казаньоргсинтезе собираются поработать над увеличением производительности завода этилена. Мы получили такое количество этилена, соответственно, выработали рекордное количество полиэтиленов. На заводе полиэтилена низкого давления в 2019 году было выпущено 520 тысяч тонн полиэтиленов. Это тоже был рекорд. Так и надо работать, только на результат. Тогда можно говорить об эффективности производства и конкурентоспособности предприятия. Когда есть все собраны в единый кулак, только тогда можно достичь своих целей. Качество казанского полиэтилена официально признано на мировом уровне. В марте этого года Казаньоргсинтез вошел в Международную организацию производителей полиэтилена наивысшего качества. Ассоциация ПС-100+ объединяет лучшие мировые компании, которые выпускают трубный полиэтилен. Таковыми на сегодняшний день из сотен производителей по всему миру были признаны всего 14, и ПАО «Казаньоргсинтез» среди них. Отметим, кстати, это единственная российская компания в составе ассоциации. О модернизации и точках роста Казаньоргсинтеза Алена Мартынец.
Современное химическое предприятие требует постоянного совершенствования. Поэтому главными направлениями для инвестиций на сегодняшний день в ПАО «Казаньоргсинтез», предприятии, входящем в двадцатку мировых производителей полиэтилена, считают модернизацию существующих и освоение новых технологий. Новая инвестиционная программа предприятия, в частности, предусматривает перевод части этиленового комплекса на пропановое сырье, завершение модернизации производства полиэтилена низкого давления и ввод в эксплуатацию собственной генерации электроэнергии. На некоторых точках роста «Казаньоргсинтеза» остановимся подробнее позже, пока же обратимся к истории. Производство органического синтеза в Казани было основано в середине прошлого века и стало одним из первых крупных предприятий отечественного химпрома. На сегодняшний день модернизация 6 заводов ПАО «Казаньоргсинтез» идет фактически постоянно. Каждый год реализуются мероприятия по техническому перевооружению и усовершенствованию действующих производств. Выделяется очень хорошие суммы денег, и в капремонты мы производим замену устаревших оборудования, замену новых технологий внедрения каких-то. И хочу заметить, что во многих предприятиях идет сокращение сроков проведения капитальных ремонтов, но только не на «Казаньоргсинтез». Я как технический руководитель был против самого начала этого, и поэтому меня поддержали акционеры и генеральный директор. Наш капремонт, как он положен быть, 25, 35, 40 суток, зависит от производства, так он продолжается идти. Никогда мы ни на один день наш капремонт не сокращали. Все капремонты у нас проводят срок, по графику. Пока не будут выполнены все запланированные работы, мы оборудование не запускаем. В 2018 году стартовал очередной этап программы развития действующих производств, согласно которой предполагалось развивать две основные производственные цепочки – полиэтилена низкого давления и поликарбоната. Реализуя эту программу, «Казаньоргсинтез» снижает зависимость от поставок сырья и энергоресурсов. Так, в марте 2018 года на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления было запущено новое производство рукавной трехслойной ФФС-пленки. Она предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции «Казаньоргсинтез». И там тоже идет развитие по полиэтилену низкого давления. Мы сделали новую установку ФС рукавной пленки, да, то теперь вся упаковка для всего «Казаньоргсинтез», для всех производств делается на нашем производстве из нашего же сырья. То есть мы не зависим теперь от внешних факторов. В том же 2018 году на заводе состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода производительностью 20 тысяч тонн в год. Концентрат технического углерода «Мастербатч» применяется при производстве черной марки полиэтилена низкого давления PE2NT119. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей. До этого на заводе ПНД уже имелась подобная линия, но ее мощность не превышала 10 тысяч тонн. Дефицит собственного мастербатча предприятие компенсировало за счет закупок у других производителей. Пуск новой установки не только позволил покрыть текущие потребности предприятия, но и сделал возможным нарастить производство трубного полиэтилена. Отметим, что качество продукции именно этой марки позволило «Казаньоргсинтезу» на равных конкурировать на мировых рынках и принесла членство в Международной организации производителей полиэтилена наивысшего качества Ассоциации PE100+. В данный момент на заводе ПП ПНД реализуется еще один проект – модернизация одного из 3 реакторов. Реактор Б – последняя необновленная установка из 3 имеющихся на производстве полиэтилена низкого давления. Первые 2 реактора были реконструированы в 2004-2006 годах. Программа стартовала в 2019 году, рассчитана на 3 года. Она предусматривает масштабную замену оборудования на реакторе, а также его оснащение системой рекуперации газов. После обновления установки предприятие сократит количество выбросов продуктов горения на 210 тонн в год. Воздействие на окружающую среду после обновления реактора Б снизится, поскольку нововведение позволит возвращать технический процесс более 8,5 тысяч тонн углеводородных газов, а не направлять их на факел. Одними из главных точек роста ПАО «Казаньоргсинтез» по праву считается новое производство – завод бисфенола А и завод поликарбоната, первый камень строительства которых был заложен в декабре 2004 года. Кстати, Казанский завод на сегодняшний день является единственным отечественным производителем поликарбоната. В минувшем 2019-м завершился первый этап его модернизации, который позволил довести выпуск востребованной продукции до 80 тысяч тонн в год. В 2020-м, благодаря второму этапу, мощности завода поликарбонатов выйдут на запланированные 100 тысяч тонн продукции в год. Еще одно производство, тесно связанное с производством поликарбоната, завод бисфенола А, в данный момент также вводит новые технологии, позволяющие повысить эффективность использования энергоресурсов и сырья,
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. По заводу «Бисфенол», то есть идет модернизация и по наращению мощности завода «Польград» совместно, и в том числе идет и новое производство изопропилбензола. То есть на новую технологию выходим по получению фенола-ацетона. Более безвредный, более надежный. На днях стало известно, рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг «Казань-Оргсинтеза» на уровне B+, и положительно оценило новую инвестиционную программу предприятия. На реализацию программы «Казань-Оргсинтез» в 2019 году уже направил 11 миллиардов рублей. Еще 45 миллиардов рублей на новые проекты запланированы на 2020-2023 годы. Отметим при этом, что до 2020 года предприятие обходилось только своими средствами, не используя заемный капитал. Ну и в завершении программы поговорим о социальных проектах и программах, реализуемых на объединении «Казань-Оргсинтез». Это важнейшее направление, которому традиционно уделяется повышенное внимание. Вопрос изучила Руфина Мукминова. Она и продолжит со своей рубрикой «Подробнее». Люди – главный ресурс любого предприятия. Помимо хороших условий работы, достойной заработной платы, не менее важным аспектом является социальная политика компаний. Еще с советских времен Казанский Оргсинтез всегда был социально ориентированным предприятием. Первоклассные практики из советского периода удалось перенести и в наши дни. Это, например, коллективный договор объединения. На сегодняшний день он считается одним из лучших среди предприятий химической промышленности. В рамках нашего договора есть пункт номер 7 «Социальная гарантия», который предусматривает огромное количество всевозможных выплат в связи с определенными ситуациями. Например, при бракосочетании выплачивается единовременная помощь в размере двух минимальных размеров оплаты труда. При рождении ребенка это 5 минимальных размеров оплаты труда. Например, если молодой человек возвращается из армии, это уже 10 минимальных размеров оплаты труда. Переводя на язык цифр, это на данный момент свыше 120 тысяч рублей. Химическая промышленность – дело серьезное, поэтому и к здоровью работников здесь относятся очень серьезно. Для этого на базе предприятия создана собственная поликлиника с дневным стационаром, 2 круглосуточных здравпункта и санаторий-профилакторий. При необходимости любой сотрудник объединения может получить лечение. Профилакторий оказывает все виды санаторного лечения. Нашим работникам ездить никуда не надо, то есть полное санаторное лечение они получают здесь, на месте, вот у нас в нашем санатории, полный и физиотерапевтическое лечение, и бальное лечение, то есть в полном комплекте. Для отдыха и оздоровления сотрудников «Казань-Оргсинтез» существует детский оздоровительный лагерь «Солнечный», который также функционирует круглый год. Здесь созданы все условия для активного занятия спортом. Летом это футбол и волейбол, а зимой, конечно же, лыжи. Мы последние 3 года приезжаем сюда, нам очень нравится, с детьми отдыхаем, катаемся на лыжах, на коньках. Ну и вообще встречи с друзьями очень нам нравится здесь. Ежегодно выделяются колоссальные средства на развитие спорта внутри предприятия. На сегодняшний день «Казань-Оргсинтез» развивает сотрудников по 13 видам спорта. Благодаря этому команды объединения всегда занимают призовые места на городских и отраслевых спартакиадах. Активная работа с молодежью на предприятии производится с помощью первичной профсоюзной организации «Оргсинтеза». Целью нашей молодежной организации является сплочение и единение духа, выработка чувства коллективизма и патриотизма к собственному предприятию, огромному предприятию, которое уделяет немало внимания именно развитию социальных направленностей. И спорт тоже можно отнести к социальной направленности, потому что через спорт многие люди проходят социализацию и приобщение к обществу. В здоровом теле здоровый дух, а здоровье нас и наших сотрудников для нас является, наверное, одним из самых важных аспектов нашей деятельности, нашей, собственно, работы. В прошлом году значимым событием для всего города стало открытие плавательного бассейна «Оргсинтез» после масштабной реконструкции. Ремонт коснулся фасада здания, плавательных чаш бассейна, были полностью обновлены системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха. На сегодняшний момент «Оргсинтез» является единственным 50-метровым бассейном столицы Татарстана и основной базой для тренировок татарстанских спортсменов. Все, что можно было сделать в рамках нашего бассейна, все было сделано. Мы обсуждали постоянно, у нас неделю были здесь рабочие совещания, на которых собирались и строители, и представители завода, ТАИФа.
ну и в том числе и клуба. И каждую неделю у нас были рабочие встречи. Сделано хорошо, со вкусом, современно, материалы хорошие использованы. Много переделано, очень серьезная инфраструктура переделана самого бассейна. И я думаю, это будет всем приятно, и команде, и зрителям, и всем, кто вообще просто ходит в бассейн плавать. Все предназначено для тех, кто сюда приходит. По любой причине. Хоть на игру, хоть просто поплавать, потренироваться. Все усилия ПАО «Казанёргсинтез» в социальной сфере направлены на создание и поддержание эффективной трудовой деятельности работников. Руководство компании делает все, чтобы сотрудникам было приятно работать на благо производства. Ведь именно в этом кроется успех любого предприятия. Это была программа «Реальная экономика». Берегите себя и своих близких. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания, до новых встреч.